Доброе утро! Начинайте эту новую рабочую неделю вместе с «Утро Якутии». Просыпайтесь вместе с нами на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Новый день с вами встречаю я, Полина Долинская. И вот о чем мы сегодня вам расскажем. Аномально снежная весна. В Якутске март этого года был самым снежным за всю историю метеонаблюдений. Поговорим о климате, о снежном покрове, который уже начал активно таять. В Санкт-Петербурге бригада врачей детской городской больницы номер 1 провела сложнейшую операцию на открытом сердце у младенца спустя 9 часов после его рождения. Мальчик родился с редким пороком сердца. Как вырастить гения, расскажем о нерюнгринских школьниках, победителях всероссийских олимпиад, международных конкурсов и проекта «Экосистема Симул». С 10 по 26 апреля в Якутске проходит выставка «Копи смех к зиме», посвященная современному искусству Якутии. Будьте с нами в течение всего эфира, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылку на который вы видите у себя на экранах. Наводите по QR-коду свой телефон, подписывайтесь, узнавайте последние новости и интересные события нашей республики. Ну и, конечно же, пишите нам, рассказывайте, как прошли ваши выходные и как вы встречаете эту весну вместе с программой «Утро Якутии». Ну и самое время узнать, какая же погода за окном. По данным на 6 часов утра, температура воздуха в центральных районах составила 2,4 градуса со знаком минус, в заречной группе 2,5 ниже 0. В это утро в южном регионе нашей республики плюс 2 градуса в Алдане, 0 градусов в Нерюнгри. В Вилюйской группе от 6 до 10, в Нижнеленских от 0 до 3, в западных от 8 до 17 мороза. В Колымо-Индигирской группе улусов минус 5, минус 19 градусов в это утро. В Янских минус 10, минус 20, на северо-западе 10-22 со знаком минус. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила минус 5 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Северный ветер дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня синоптики обещают, что день будет без существенных осадков. Ветер юго-восточный подует с порывами от 3 до 8 метров в секунду, а днем столбик термометра зафиксирует температуру воздуха на отметке 7-9 градусов тепла. 17 апреля, 82 года назад, в этот день инженер Сикорский продемонстрировал первый вертолет-амфибию. Ученый-авиаконструктор Игорь Сикорский является автором первого в мире четырехмоторного самолета «Русский Витязь», первого в мире трансатлантического гидроплана и первого серийного вертолета. 17 апреля 1941 года авиаконструктор продемонстрировал ошеломленной американской публике первый в мире вертолет-амфибию на поплавском шасси. Это был модифицированный ВС-300. Вертолет совершил взлет с воды и приземлился на сушу. Продолжительность полета гидрокоптера на поплавках составила 1 час 35 минут, а скорость достигала 100 км в час. О других датах и событиях прямо сейчас. На календаре 17 апреля. Сегодня отмечают День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, Всемирный день гемофилии. По народному календарю сегодня чтут память Иосифа Песнописца или Ольховой Смотрины. В этот день начинает петь сверчок и подавал голос журавель. Люди выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным птицам, которые считались борцами со злом и защитниками от нечисти. Кроме того, говорили, что только с их прилетом год окончательно поворачивается на лето. Первая ласточка еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль. События в этот день. 1824 год. Подписана Российско-американская конвенция об определении границы русских владений в Северной Америке. Этот день считается днем рождения бильярдной игры «Снукер». Россию потрясло событие, получившее название «Ленский расстрел». Инженер Сикорский продемонстрировал первый вертолет-амфибию. Впервые вышла в эфир телевизионная программа «В мире животных». В этот день родились Семен Щедрин, русский живописец, художник-пейзажист. Семен Венгеров, русский литературный критик, историк литературы, редактор, библиограф.
Борис Щукин – советский актер театра и кино, народный артист Советского Союза. Никита Хрущев – советский государственный и политический деятель, глава Советского Союза в период с 1953 по 1964 года. Александра Дорохина – советская и российская актриса театра и кино. Валерия – российская эстрадная певица, народная артистка России. Именины в этот день отмечают Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор. Началась очередная новая неделя. Знания благоприятных и неблагоприятных периодов, которые дают нам звезды, помогают активнее использовать время для важных свершений и подготовиться к трудностям. Хотя бы морально. Изучите прогноз астрологов на эту неделю вместе с нами. Овны. Дружеские вечеринки пройдут успешно. Расширится круг ваших знакомств. При необходимости вы сможете использовать свои деловые связи для решения практических вопросов. Внешние обстоятельства благоприятствуют поездкам и развлечениям. Тельцам рекомендуется изучение духовных практик в уединенной обстановке. В результате правильного внутреннего настроя вы сможете успешно решить многие дела во внешнем мире. У близнецов активизируются контакты в интернете. Общение на сайтах знакомств и социальных сетях могут привести к началу виртуальных романтических отношений. Прекрасное время для путешествий и расширения кругозора. Раки. Самоконтроль и внутренняя скромность убеждают вас от проявления звездной болезни. Старайтесь максимально упорно трудиться над достижениями своих целей, поскольку сейчас наиболее успешное и результативное время. Лев, ваша репутация и авторитет могут существенно повыситься. Если вам есть что сказать, то хорошо выступайте на публике со своими идеями и делитесь знаниями с окружающими. Это может быть публикация статей, проведение вебинаров, открытие канала на YouTube. Девы, решительно избавляйтесь от вредных привычек, которые ведут к потере времени, которым вы могли бы распорядиться с пользой. Уходите от всего устаревшего, например, выбрасывайте из дома ненужные вещи. Это поможет впустить в жизнь и дом свежую энергию. Весы. Не отказывайтесь от приглашения посетить торжественные мероприятия типа юбилеев или свадеб. Также можно объявить о своей помолвке и подавать заявление в ЗАГС на заключение брака. Также это благоприятное время для совместных с партнером путешествий. Скорпионы. Организовав режим сна, бодрствования и питания в одно и то же оптимальное время, вы почувствуете, что у вас прибавилось времени, и вы стали успевать все делать. Если вы давно хотели завести домашнее животное, кошку или собаку, то самое время это сделать. Стрелец, возможно, вы откроете для себя новое увлечение, хобби, которому будете уделять много времени. Используйте свободное время для учебы и поездок. Супружеские отношения улучшатся. В деловом партнерстве тоже все складывается замечательно. Козероги. Некоторые улучшения финансового положения позволят вам больше денег вкладывать в покупку товаров для дома. Проявляйте заботу о престарелых родственниках, особенно если они живут вместе с вами. Используйте эти дни для наведения порядка в окружающем вас пространстве. Водолей – это прекрасное время для новых знакомств и расширения контактов. Многие вопросы удастся легко и быстро урегулировать благодаря подключению деловых связей. Вы сможете принимать вполне осознанные и взвешенные решения. Рыбы имеют хорошие шансы для того, чтобы улучшить свое финансовое положение, например, найти подработку. Если у вас много долгов по кредитам, то в первую очередь направьте заработанные деньги на их погашение. Такими были у нас предсказания на данную неделю. Друзья, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Берите на карандаш все, что вам предсказали звезды. А прямо сейчас мы прервемся на некоторое время, но не переключайтесь, и после эфира вы узнаете много интересного и полезного. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей.
Ледовую переправу Кангаласы-Сотинцы закрыли для всех видов транспорта в связи с устойчивой теплой погодой и выходом воды на проезжую часть. Запрещено движение по ледовому автозибнику Кангаласы-Сотинцы на автомобильной дороге Барагон через реку Лена, говорится в сообщении Управления дорог. Но в период межсезонья организуют пассажирские и грузовые перевозки через реку с привлечением водного транспорта. По маршруту Нижний Бестях-Якутск на реке Лени будут работать 30 судов «Хивус», 8 аэроботов «Тайфун» и 3 судна «Нептун-23». Стоянки судов на воздушных подушках находятся на территории дамбы на 202 и 203 микрорайонах. В Нижнем Бестяхе пункт ожидания железной дороги Якутии. По маршруту Кангаласы-Сотинцы на реке Лени работают 3 судна «Славир-6» и 1 аэробот «Тайфун». Глава Якутии Айсан Николаев встретился с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили. В ходе встречи обсуждали вопросы реализации программы развития спортивной борьбы в Якутии. Говорили о подготовке к международному турниру памяти заслуженного тренера Дмитрия Коркина, который пройдет в начале сентября текущего года. Отдельной темой повестки стало обсуждение спортивной инфраструктуры на территории республики, в частности, в труднодоступных районах. Обеспечить те пожелания и задачи, которые ставит глава Айсан Сергеевич. Я убежден, что к сентябрю месяцу, к турниру Коркина, мы большинство этих задач выполним. Вот один из этапов – это вот проведение. Мы не просто, это и борцовское оборудование, и ковры борцовские, и материально-техническая поддержка, и возможности и командирования, и многое-многое другое. Техническая рутинная работа, которую просто нужно делать для того, чтобы было комфортно, было удобно, и каждый ребенок имел социальный лифт, в том числе и через спортивную борьбу, через вольную борьбу. В Алмазном построят универсальную спортивную площадку. Она будет находиться на территории школы номер 4. Старый корт не соответствует нормативным требованиям. Глава Мирнинского района Александр Басыров поручил коллегам создать спортивное пространство в поселке. Пользоваться площадкой смогут все жители Алмазного. По планам работы стартуют летом. В данный момент ведется размежевание земельного участка, формирование его как раз на территории, где у нас находились старые производственные мастерские. Вот там будет как раз построен новый корт. В летнее время будет использован как универсальная спортивная площадка для игры в футбол, волейбол, баскетбол. А в зимний период уже будет заливаться и использоваться как мини-корт. То есть для как раз спортсменов, кто увлекается у нас коньками. Праздничный парад трудовых коллективов, посвященный празднику весны и труда, организуют в столице республики 1 мая. Шествие начнется в 9:30 утра с построения колонн по улице Кирова возле здания бизнес-центра. В 11:00 колонны начнут движение по улице Кирова до Комсомольской площади. Коллективы предприятий и организаций Якутска могут подать заявки на участие до 19 апреля. Теперь о погоде. Май на большей части территории России ожидается теплее обычного, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Но в некоторых регионах температура будет отставать от нормы. Так, прохладная погода в мае прогнозируется на юге Сибири, в Забайкалье, на части юга Дальнего Востока, в Амурской области, в центральных и северных районах Хабаровского края. Много осадков будет на севере Красноярского края, в Забайкалье и Иркутской области. На юге Сибири будет от 15 до 22 градусов тепла, на севере Якутии днем до плюс 14 градусов. Лежал, уткнувшись в снег.
В Санкт-Петербурге спасли потерявшего маму истощенного детеныша серого тюленя. Местные рыбаки обнаружили на берегу Финского залива животное и сообщили об этом специалистам. На место выехали сотрудники фонда друзей Балтийской нерпы и поймали неокрепшего малыша. Накрыли одеялом и кормили. Истощенного теленка доставили в Центр спасения тюленей в Репино. В ведомстве добавили, что вес детеныша всего 15 килограммов, а в начале самостоятельной жизни малыш должен весить более 40 килограммов, чтобы не мерзнуть и учиться охотиться на рыбу. К нам поступил первый в этом сезоне тюлененок. Найден он здесь вот рыбаками на дамбе в комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга. Это маленькое исхудавшее животное, которое не могло находиться в холодной воде. Его вес составлял около 15 килограмм. При нормальном весе у этих животных для начала самостоятельной жизни должен быть около 40 килограмм. Когда я приехал за ним, он лежал, уткнувшись носом в снег, и, в общем-то, выглядел очень грустно, но в процессе ловли немножко взбодрился из последних сил, пытался обороняться как-то, там шипел, пытался вертеться, отталкивать меня, да. Но, в общем-то, конечно, силы были неравны, и пришлось... Мы его смогли захватить. Специалисты фонда намерены откормить тюлененка за 1,5 месяца, чтобы он набрал массу и смог приступить к самостоятельной жизни. После чего животного выпустят на свободу. В водоканале напомнили, что в связи с таянием льда на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области повышается вероятность обнаружения щенков тюленей и нерп, оторвавшихся от кормящих самок. В случае обнаружения животных их нельзя трогать или пытаться оказать им самостоятельную помощь. Вместо этого следует сразу обратиться к специалистам фонда друзей Балтийской нерпы. В городе Якутске март этого года был самым снежным за всю историю метеонаблюдений. Снега выпало более 4 месячных норм. Это абсолютный рекорд за все годы наблюдения. Гидрологии. Максимально часто в эти дни проводят замеры плотности снега, чтобы спрогнозировать, как пройдет ледоход в этом году. Кстати, снег представляет научный интерес не только у гидрологов. Снежный покров изучают климатологи, экологи и глициологи. Для специалиста это вообще очень большая информация. То есть для вас, как для климатологов, которые изучают вообще, да, климатологию, вообще для метеорологов, для гидрологов, вот сейчас как раз в это время они вот изучают снег, взвешивают плотность льда, вот вы готовите паводок к наводнению. Да. Давайте поговорим о составе снега. Вот как раз мы стоим около красивой льдины, да. Кстати, вот в льдине сколько вот процентов, можете сказать, снега или воды? Да. Все, что, почему мы здесь стоим, где мы стоим, что мы видим здесь или там, это все вода. И даже вот облачка, видите, на небе, это тоже все вода. Вот, просто в разных формах. У нас агрегатных состояний воды 3: жидкое, твердое и газообразное. Газообразное — это водяной пар, который из чайника идет. Жидкое мы все знаем. А вот это твердая фаза. Просто выглядеть может по-разному. Может выглядеть как монолитный лед, вот как здесь. Может выглядеть в виде отдельных кристаллов, которые падают с неба. Это снег. Вот как раз давайте об этом поговорим. У нас в руках волшебным образом оказалась бумажка, да и ножницы. Давайте мы попробуем сделать снежинки, как в детстве, когда мы раньше делали, и как раз поговорим, да, вообще о снежинках, о классификации снежинок, да. Как создается вот такая красота, как снежинка, которая вот падает с неба и вот во все это превращается. Давайте мы будем делать снежинки, как раз поговорим об этом. Кстати, обратите внимание, нам пришлось несколько раз складывать наш лист бумаги, причем определенное количество раз, чтобы рисунок на снежинке повторялся симметрично со всех сторон. Вот. Природа создает снежинки примерно так же. Лед имеет то, что мы называем гексагональной симметрией. Это очень сложно звучит на научном языке. Значит, это значит, что у снежинки всегда 6 лучей или граней. 6? 6, да. И их рисунок повторяется с каждой стороны. Таким образом, снежинка представляет из себя фрактал. Как мы говорим, это повторение одного и того же симметричное количество раз. А есть вообще в мире одинаковые снежинки бывают вообще? Или это вообще все разное?
одинаковых снежинок. Есть классификация снежинок. Мгм. Их 121, по-моему, вид. Это вот уже наука уже точно определила, 121 вид снежинок, да, в мире Да, есть? да, да, разные разновидности. Некоторые из них представляют из себя просто столбики. Так, ага. Просто шестигранные столбики льда. Абсолютно симметричные. Это чистый лед. Время года снег, он вообще сам по себе, он рыхлый, да? Или он вот, есть какая-то классификация снега? Вот сейчас вот снег какой? Да, конечно, классификация есть не только у снежинок, которые падают с неба, но и у снега, который уже лежит на поверхности. Так, Да, тоже много разных видов. ага. Но в первую очередь снег может уплотняться с поверхности в результате теплой погоды, да, и даже покрываться ледяной коркой, Мгм. которая называется наст. Либо или из-за большой разницы температур, например, когда на улице очень холодно, Мгм. вот, а снег хороший теплоизолятор, около земли Мгм. может появляться более рыхлый снег, такой пористый, с большим количеством воздуха, то, что мы называем глубинная изморозь. Вот. И действительно, если мы будем делать профили в снегу, выкапывать такие шурфики, смотреть по слоям, Мгм. вот различные слои снега могут дать нам большую информацию о том, как развивалась зима, Мгм. как сменялись там оттепели, выпадение нового снега. Сначала, изучение снежинок было чисто научной задачей, и первые научные произведения о снежинках датируются началом 17 века. Вот. И Так. тогда уже было доказано, что все снежинки имеют шестиугольную форму, Ага. или шестилучевую. Мгм. Это 1630-е годы. То есть уже тогда, да, люди, получается, уже Да, интересовались вообще закономерностью природы, да, Но вообще было интересно. первый человек, который стал собирать изображения снежинок, фотографировать их, а Мгм. это сложная задача, это был обычный фотограф. Так, Это было в начале 20 века в Соединенных Штатах. Человек, который создал первый в мире атлас снежинок, и человек, который создал технику их фотографирования. И уже как раз на основе этого атласа позднее появилась классификация снега. Конечно, снег можно изучать с разных сторон, потому что наука этим сильна, да. мгм. Для гидролога снег будет интересен в первую очередь тем, какая у него плотность Да. и сколько воды теоретически снег может отдать при таянии. Мгм. Вот этот слой снега, Да. который лежит на поверхности Земли, когда он растает, сколько воды он произведет, соответственно, сколько воды попадет в реки. Да? Есть люди, которые изучают снег с точки зрения вот его формы, истории накопления. Особенно это важно в тех районах, где снега действительно много. Не как у нас, а метры и метры снега. В частности, в Скандинавии, в частности, в Гренландии на ледниках вообще. В горах Мгм. снега намного больше. Мгм. Вот. И снег могут изучать экологи, потому что в снегу накапливаются точно так же загрязнения разные. Мгм. То есть можно изучать снег сам по себе, с точки зрения его структуры, плотности и тому подобного. Просто ради интереса. Вот. Ну, беседа очень всегда с вами познавательная, интересно. Я Ну, точно знаю, что да. ничего хорошего не Ну, получится. я думаю, что я создала одну классификацию снежинок О, можно добавить. Да, прекрасно, смотрите, Прекрасно, прекрасно. вот такая вот красота, ну, красоту, да, создает вообще сама природа. Давайте посмотрим, как... Снежинка. Вот смотрите, у вас тоже получилась неплохая снежинка. Да, и что самое главное в ней, как я уже сказал, она абсолютно симметрична со всех сторон. То есть это правильная снежинка по классификации. Ну нет, не совсем. У снежинки должно быть 6 граней, у нашей получилось 4. Спасибо вам большое за интересное Пожалуйста. интервью. Хорошего дня. Вам также спасибо. С 10 по 26 апреля в Якутске проходит выставка «Копи смех к зиме», посвященная современному искусству Якутии. Выставка представлена Московским музеем современного искусства совместно с Фондом поддержки современного искусства «Аяркут» при поддержке Центра культуры и современного искусства имени Гагарина. Почему нужно копить смех именно зимой, в чем уникальность инсталляции, которые удивили московскую публику, мы поговорим с нашими гостями. В студии у нас Елена Васильева, куратор выставки, сотрудник Центра культуры и современного искусства, а также Устинья Прокопьева, художница, арт-директор Центра компетенции «Лето».
Доброе утро. Доброе Ну, для начала расскажите, выставка, которая сейчас проходит в Якутске, изначально была представлена в городе Москва, и при этом в социальных сетях и также журналисты отметили ее уникальность. Расскажите теперь нам, что же в ней такого необычного в этой выставке? Действительно, выставка состоялась впервые в Москве. Она была предложена фондом «Аиркут», и Московский музей предложил свою замечательную площадку, образовательный центр на Ермолаевском переулке 17. И для этого пространства и формировалась выставка так, как она, собственно, какой она предстала московскому зрителю. И уникальность ее, на самом деле, вот уникальность — это про каждую художественную выставку, про каждое художественное высказывание. И просто хотелось бы отметить то, что действительно эта выставка, она собрала авторов, которые сейчас могут считаться наиболее ярко высказывающимися и практикующими современные художественные формы. А что это за название такое «Копи смех зимой»? К зиме. К Да. зиме. Это название, оно пришло постепенно очень. Эту выставку мы курировали вместе с замечательным галеристом, куратором Александром Бланарем, который, собственно, и собирал первый состав выставки. И, конечно же, собирать выставку из совершенно разноплановых авторов, замечательных художников было очень сложно и интересно. И важно было назвать так, чтобы это название характеризовало скорее атмосферу, не какой-то факт или же какие-то характеристики. И название пришло из стихотворения молодого философа Глеба Габаева, которого я услышала в фильме Светы Романовой, режиссера, которая приняла участие в выставке. И оно крутилось несколько дней у меня в голове. Первые строки его стихотворения: «Копи смех к зиме, как животное копит мех и сало». Мгм. И оно такое медитативное стихотворение, которое, по моему ощущению, создало вот аллегорию того, как художник формирует тот эмоциональный капитал, который помогает в дальнейшем ему преодолевать какие-то кризисы, ну и как и для каждого человека. На выставке представлены работы более 10 художников 3 поколений. Расскажите об этом подробнее. Замечательно то, что действительно в выставку попали художники совершенно разного плана. И вот как раз-таки поколенческая история — это то, вокруг чего мы формировали концепцию выставки. 3 совершенно разных возрастные группы, которые, конечно же, в первую очередь отсылают нас к разным периодам развития искусства в Якутии. Последних, наверное, 25 лет, начиная вот с 90-х. Художники, которые формировали арт-сцену в конце 90-х, в середине нулевых, с очень яркими, амбициозными проектами, независимыми. Среднее поколение, как мы условно высказались, и вот Устинья представитель этого поколения, и художники, которые формировали художественные высказывания, формируют сейчас художники, которые имеют совершенно другой жизненный опыт, более молодое поколение, которое работает с видео очень много, с анимацией, со звуком. И собирать вот эти смыслы было очень интересно и захватывающе, потому что как бы ни высказывался художник, он в любом случае высказывается на очень волнующие нас всех темы. И вот, допустим, одной из такой важной тем этой выставки было время, проживание времени, ощущение времени. И, конечно, вот, собственно, наверное, какое-то вот эмоциональное богатство, которое копит каждый человек в разное время, но в основном как раз в юности и в молодости. Вот. Устинья, как художник, что вы можете сказать про современное искусство сейчас, про инсталляции, которые представлены на выставке? На данной выставке я приняла участие
как с индивидуальной работой эта инсталляция «Молодость», так и в составе группы, нашей творческой группы «Архетип», куда Лена тоже входит. У нас там 10 человек. Мы создали очень интересный проект, называется «Мылахсон». Это шуба, которую мы собирали из лоскутков одежды наших матерей, бабушек. И это про женственную преемственность поколений, кстати, да. И это инсталляция. Приходите на выставку, посмотрите. Мой индивидуальный проект — это инсталляция «Молодость». Ну, она была... Есть предыстория. Я участвовала с этим проектом в онлайн-резиденции в Тюмени для того, чтобы работы экспонировались на ситибордах в городе Тюмень. И какое-то время она там экспонировалась, а вот Александр Бланарь ее выбрал на другую выставку, которая должна была тоже состояться, но, к сожалению, не состоялась. И таким образом она попала вот на выставку «Копи смех к зиме». О чем вот ваша инсталляция? Ну, это мой взгляд на такое вот состояние молодости, можно так сказать. То, что это как отдельная жизнь перед жизнью, короткий момент между полетом и падением во время прыжка. Ну вот я вот так вот ее связала, и это, ну, если вы придете и посмотрите, это такие облетевшие ветки. Ну, в общем, визуально на красном фоне. В общем, там нужно будет посмотреть, подумать. Все ли понимают современное искусство? Как реагируют они? На самом деле, ну, если статистику поднимать, то около 40% населения России воспринимают некие высказывания, которые свойственны современному искусству. Выставки современного искусства, они вызывают интерес, да, и требуют, конечно же, очень большой такой внутренней работы, когда человек приходит и начинает вступать в диалог с художником. Это очень важно. Когда мы готовили выставку в Москве, важным решением было то, что мы попросили каждого автора подготовить текст о себе от своего имени. И многие посетители, оставляя отзывы на московской выставке, отмечали то, что было важно для них, как будто бы поговорить с каждым зрителем. Получается, мы выставку эту выстраивали как разговор, действительно, разговор. Диалог между художником, да, и посетителем. Потому что вот благодаря тому, что фонд «Аиркут» был создан, еще в 2021 году он был создан Надеждой Зиновской и Арсеном Томским, а это известные наши земляки и филантропы, они понимали вот миссию фонда в том, что нужно представить якутское искусство, те процессы, которые сейчас происходят в современном искусстве, более глобальному зрителю. И вот это был один из, я бы сказала, второй шаг такой экспозиционный. Первый был осенью 2021 года на ярмарке «Блазар». И эта выставка, она должна была представить срез якутского искусства, то, что сейчас происходит. А сейчас для якутского зрителя мы представили проект в нашем центре современного искусства имени Юрия Алексеевича Гагарина и ждем всех на экспозицию. Большое вам спасибо. Я думаю, нашим телезрителям прямо с понедельника очень интересно будет это узнать. Тем более, что впереди нас ждут еще и выходные. Что касается выходных, вот как отдыхать мы будем на майские праздники. Майские праздники, сколько выходных предусмотрено в 2023 году. В этом году не предусмотрено длинных майских каникул. В этом году в России не предусмотрены привычные длинные каникулы. Вместо этого в мае не будет 11 рабочих дней. Из них 3 праздничные. Так, праздник весны и труда выпадает на понедельник. Отдыхать россияне будут 3 дня – 29-30 апреля и 1 мая. 4-дневные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня Победы. Это у нас начнется с 6 мая и продлится до 9 мая включительно.
Многие из нас привыкли, что на майские праздники, кроме первомайской демонстрации, все у нас открывают дачный шашлычный сезон. Но если у вас дачи нет, вы можете культурно просвещаться. И мы вам подскажем несколько интересных мест. Почти напротив Кангаласского мыса, на правом берегу реки Лена, у села Хамустах, находится небольшая пристань Сотенцы. Рядом с ней разместился музей деревянного зодчества «Дружба». Этот музей посвящен древней дружбе жителей Ленского края с русским народом. В парке воссозданы памятники деревянного зодчества Якутии 17-19 веков. Здесь находится дом купца Басова 19 века. В нем располагается музей, обладающий большой экспозицией по истории Якутии. Старые фотографии, обстановка интерьеров, домашняя утварь, оружие и многое другое. Здравствуйте, дорогие телезрители. Меня зовут Анна Григорьевна Добрецова, я главный хранитель музея-заповедника «Дружба». У нас много экспонатов. И именно хотим рассказать экспонат новый, который приобрели по целевой программе. Это сосуд для приготовления кумыса, сделанный из бычьей кожи. Сделала народный мастер Ущалданского Луси село Наяхы Гоголева Харатина Ивановна по канону 18 века. Копия. Этот сосуд для приготовления кумыса, сделанный бычьей шкурой. Нити – это сухожилия. Мутовка сделана из березы, а ремень сделан из конских волос по технике тангалай. Самый уникальный экспонат в нашем музее. Мы дорожим этим экспонатом и хотим, чтобы вы приезжали, посмотрели. В Санкт-Петербурге бригада врачей детской городской больницы номер 1 провела сложнейшую операцию на открытом сердце у младенца спустя 9 часов после его рождения. Мальчик родился с редким пороком сердца, который характеризуется отсутствием прямой связи легочных вен с левым предсердием. У детей с такой патологией все 4 вены от обоих легких соединяются в один широкий сосуд-коллектор, куда после окисления стекается артериальная кровь, вместо того, чтобы попасть напрямую в сердце. Операцию детям с таким пороком следует проводить как можно скорее. Но основная сложность заключается в том, что спрогнозировать диагноз до рождения ребенка невозможно. Случай уникален тем, что речь идет о той патологии, которая является практически неизлечимой. То есть это порок развития, который так называемый тотальный аномальный дренаж легочных вен, когда по своей сути кровь от легких никуда не оттекает. Она по сути оттекает в никуда. Попадая в легкие, не возвращается обратно в сердце. И только наличие неких небольших коллатералей дает возможность жить этому ребенку какое-то не очень продолжительное время. Но здесь нет никакого запаса во время. То есть операцию нужно производить как можно быстрее, а для этого нужно поставить диагноз. Поэтому вот этот случай показывает не только мастерство наших хирургов, которое несомненно, но и ту, в общем, на сегодня хорошую организацию оказания помощи новорожденным в диагностике пороков сердца и по срокам реализации той патологии, которая есть. За жизнь мальчика боролись бригады нейрохирургов, неонатологов, анестезиологов, реаниматологов, трансфизиологов и кардиохирургов. Операция прошла успешно, и в понедельник родители малыша смогли впервые взять на руки своего ребенка. По словам родителей, все самое страшное для семьи Ивановых осталось позади, и впереди их ждет долгий и счастливый путь. Запланированный и ожидаемый исход лечения не одно и то же. Результат лечения может повлечь не выздоровление, а ухудшение здоровья. Оказание медицинской помощи – это услуга, и каждый гражданин имеет полное право, чтобы она была оказана качественно. Если по какой-то причине качество медобслуживания пациента не устроило, он может обратиться за защитой своих прав в суд, предварительно получив консультацию у нашего юриста. Доброе утро, дорогие телезрители. Как у вас здоровье?
Надеюсь, что хорошо. Сегодня мы поговорим именно о нем, но не просто о здоровье, а о улыбке. Но это дорогое удовольствие. Итак, давайте учиться на чужих ошибках, за что можно взыскать компенсацию морального вреда и как грамотно подходить к договору, особенно если это касается каких-то значительных вложений, протезирования и иные хирургическое вмешательство в ваши зубки. Итак, ошибка номер 1. Выставили неверный диагноз. Пациент несколько раз обращался о том, что у него выпадает пломба, полечили его 5 раз, притом один и тот же зуб с разным диагнозом. То есть уже нужно что-то заподозрить, но только после 5-го раза он обратился в суд и взыскал компенсацию морального вреда за то, что неверно выставили диагноз. Выставили, получается, на основании осмотра должны были провести исследование. Судмедэкспертиза это установила, что диагноз был неверным, лечение некачественным, хотя прямой взаимосвязи суд не установил, но тем не менее взыскали компенсацию морального вреда. Итак, ошибка номер 2. Не изменили условия договора, чтобы учесть перемены в здоровье пациента. А пациент был здоров, обратился за протезированием, в последующем перенес микроинсульт, но протезист не отметил этого в карточке и продолжал лечение. Протез был неудобный, некомфортный, носить стало невозможно. Пациент обратился с претензией, также была взыскана компенсация морального вреда. То есть, если вдруг во время лечения ваше состояние изменилось, вам что-то некомфортно, неудобно, ни в коем случае ничего не терпим, чтобы потом не обращаться в судебном порядке. Ошибка номер 3. Самовольно заменили материалы на протезирование. Когда пациент заключал договор, он выбрал один материал протеза, диоксид циркония. В последующем врач учел его особенности и решил, а не поставить ли мне более дорогой материал. Увидел это пациент только в акте выполненных работ и в дополнительном соглашении. Ничего подписывать не стал, сразу обратился в суд. И в Роспотребнадзор учли, что это нарушение прав потребителя, что ничего не разъяснили, изменения не согласовали, и суд он выиграл, взыскал также компенсацию морального вреда, удалили зуб без попытки сохранить. То есть, если вам предлагают удаление нескольких здоровых зубов, вам нужно задуматься, прежде чем это делать, то есть проконсультироваться с несколькими врачами, потому что удаление здоровых зубов это является вредом здоровью, то есть уже судмедэкспертиза квалифицирует это как вред здоровью. Итак, если мы решили сделать какие-то серьезные вмешательства в ваше здоровье, вашу улыбку, заключаем договор, то есть сначала проходим обследование, устанавливаем, что диагноз верный, потом подписываем договор, знакомимся с его содержанием обязательно, предварительно, прежде чем происходит вмешательство медицинское, заполняем анкету. Заполняя анкету, информируйте сторону, которая оказывает вам медицинские услуги, о своем состоянии. То есть, если у вас противопоказания, что вы о них знаете, какое у вас сейчас состояние, все это влияет в последующем на выбор лечения. Подписываем акты только после ознакомления. То есть, если вам оказали услугу, вы недовольны, ни в коем случае акт без разногласий не подписываем. Напоминаю, что любая переписка вообще с любой стороной, которую вы ведете по договору, по соглашению, по гражданско-правовым отношениям, это как потребитель, должна фиксироваться. То есть, написали претензию, обязательно в 2 экземплярах, на своем экземпляре печать поставили, чтобы у вас остались доказательства, что вы обращались в досудебном порядке, пытались разрешить эту ситуацию. В общем, желаем вам здоровья, чтобы у вас улыбка была светлой, хорошей и только счастливой. Нерюнгринские школьники Вадим Абыков и Данила Зеленский – многочисленные победители всероссийских олимпиад, международных конкурсов. Проект «Экосистема Симул» – это коммерческий проект, который был создан по заказу целевого фонда будущих поколений Якутии. Он прошел все тестирования и уже активно используется заказчиками. Все родители хотят, чтобы ребенок вырос умным. Какие правила у семей, способствующих развитию талантов ребенка, узнаем далее. Как бессонница в час ночной играет нелюбимая ой. Данил – старший сын Елены и самый близкий по духу. Мама говорит, что у нее с сыном практически нет секретов, что она во всем ему доверяет. Более того, Елена во многом советуется именно с ним, со своим финансовым директором. Я заведую финансами в семье, а мной заведует сын. То есть всегда мы с ним всегда ездим закупаться, и по поводу покупок всегда он мне советует, что лучше купить, где лучше купить. Он еще совсем маленький был, годика 3, наверное, и номера машин он мне называл цифры, потом их все суммировал.
Конечно же, плюс к этому были занятия шахматами, боксом, музыкой. Когда у парня появился интерес к программированию, родители отдали его в информационно-технологический лицей, куда он попал к лучшим педагогам. Начались первые шаги к науке, проектные работы. Потенциальный золотой медалист в будущем видит себя разработчиком-инженером. Сейчас у меня план поступить на Московский физико-технический институт, на факультет Высшей школы инженерии. И если на него не получится, то хочется на математику поступить в ФПМИ. Лицей также подарил Даниилу компаньона Вадима, с которым они создают программы, защищают проекты. У ребят получился не только хороший научный тандем, но и самая настоящая дружба. Одна из наших самых любимых вещей делать — это мы спорим друг с другом на все темы всевозможные. Я был все-таки немного закрытым человеком, если так можно сказать, потому что не находил я с людьми общего языка. А вот Вадим, он во мне немного развил социальные качества, если так можно выразиться, и вот в нем я это очень ценю. Лучший друг Даниила, Вадим, тоже очень интересная и самодостаточная личность. Когда родители в отъезде, он самостоятельно справляется со всеми домашними обязанностями, успевает заниматься проектами и учиться. Еще в начальной школе ко мне подошла моя первая на тот момент научная руководительница Раиса Валерьевна и сказала: давай заниматься проектами. Мы с мамой подумали, согласились с радостью. Это был такой интересный опыт. Мы выступили на лицейской конференции. Потом в 5 классе я познакомился с моим научным руководителем, уже на тот момент основным, Михаилом Сергеевичем Жилиным. Это замечательный учитель информатики, который очень-очень много мне дал. Спустя время научным руководителем одаренного мальчика стал Сергей Деминов. И в целом Вадим считает, что все педагоги лицея постоянно поддерживают интерес к науке, помогают в реализации начинаний. Я считаю очень важной поддержку от Малой академии наук и в целом республики, потому что на какое бы мероприятие мы ни собирались, везде мы видим поддержку как финансовую, так и моральную, так и в качестве сопровождения организации. Нам очень сильно помогают. И это очень важно на самом деле, потому что без этого ничего бы не было. Про свою маму Елену Вадим отзывается особенно нежно и с благодарностью. Ради своего сына она ушла с работы и занималась его развитием. Ну а папа – это самый надежный партнер по картингу, лучший друг и пример во всем. Дело в том, что мои родственники как раз-таки родились в Татинском Улусе, в селе Эттекёль, поэтому для меня это является очень важным. И однажды Минагем, мой дед, сделал мне очень важный подарок. Подарил мне вот такую книжечку замечательную. Для меня она является спутником с этого момента, потому что на всех конференциях неизменно у меня в рюкзаке лежит определенный набор вещей, и среди них обязательно лежит эта книжечка. Я ее постоянно читаю, потому что очень важно знать как раз-таки язык родной земли, на мой взгляд, и своих родственников. Вот такие они ребята из ЭТЛ, всесторонне развитые, коммуникабельные и постоянно чему-то новому обучающиеся. Хочется надеяться, что навыки, которые они получили в родном лицее, обязательно помогут им в будущем в покорении новых открытий и достижений. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. С 27 по 31 марта в Москве прошел финальный международный форум научной молодежи «Шаг в будущее», посвященный 135-летию со дня рождения выдающегося русского авиаконструктора Туполева. Республику в финале представляли делегации студентов среднего профессионального образования Якутии, получивших рекомендации на республиканском форуме молодых исследователей «Шаг в будущую профессию». И у нас в гостях лауреаты международного форума. Это Лев Христолюбов, студент Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина, и Илья Дунаев, студент Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Ну, для начала расскажите нам подробнее об этом конкурсе. Он ведь был международный. Ну, получается, у нас конкурс проходил в имени Баумана, в МГТУ, большое здание, и, получается, нас выделили 3-й этаж для выставки. Там было множество стендов, и представляли разные классные идеи. Ага, так. Какие идеи вы представили? Я вместе со своим коллегой Фином Максимом разрабатывал систему идентификации пользователей, при которой вам не нужно будет показывать ваше лицо для идентификации или держать с собой всегда наготове карту. Единственное, что вам нужно, это телефон. Угу.
Давайте более подробно об этом поговорим. Чем данный проект, который вы предоставили, инновационнее? Может быть, он удобнее в использовании, чем то, что есть у нас? Я так понимаю, вы назвали несколько продуктов, которые у нас используются в облачной жизни. То есть это бесконтактная оплата. Это первый вариант. И второе, когда на каких-то предприятиях ты проходишь по электронным пропускам или через Face ID. Преимуществами данной системы, например, по сравнению с биометрической, является стоимость. Наш проект выходит в десятки раз дешевле, чем установка биометрической системы идентификации. Если же сравнивать, допустим, с идентификацией по картам, либо по USB-ключам, у нас отпадает необходимость в оснащении для пользователя отдельным оборудованием, а именно карточками, либо USB-флешками. Илья, какой проект представили вы? Я, получается, представил проект по моделированию эволюции простейших организмов. Получается, я разработал программу для телефонов. На ней можно, получается, запустить симуляцию бактерий. Они, получается, имеют свой геном и потихоньку эволюционируют. Их можно анализировать и использовать эти данные для разных исследований. Получается, в самом простом варианте, мое приложение можно использовать как наглядный пример для студентов, чтобы продемонстрировать кинетические алгоритмы. Это как? Это также через, как мы QR-код считываем, вот так можно на улиточку навести? Получается, и у вас... она поймет, что это? Нет, у вас просто на телефоне получается симулятор, как чашка Петри выглядит. Вы запускаете и можете наблюдать за ними. У меня там, получается, есть редактор, можно поковыряться, посмотреть, как все там изнутри устроено. Так, и получается, если этот проект модифицировать, его можно использовать для исследования поведения бактерий. И, например, еще его можно использовать в экологии. То есть переработать бактерии как животные и добавить загрязнение. То есть как живой организм будет реагировать на разного вида загрязнения. Кроме экологов, кому этот проект еще будет полезен? Получается... Наверное, биологам, да? Да. Можно проверить... Это другой вопрос. Ладно, ребят, мы желаем, во-первых, вам успехов, конечно же, дальнейшего развития ваших проектов. Ждем вас с следующими новостями, с чем-нибудь интересным. Ну и, конечно же, мы уверены, что из-за такой молодежи, как вы, у нас стоит великое будущее. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы. Якутия, доброе утро. Далее предлагаем блок новостей. Акция по безвозмездной сдаче крови ко Дню донора в России стартует сегодня. Как сообщила пресс-служба станции переливания крови, всю неделю для безвозмездной сдачи приходят коллективы организаций. Чаще других в этой дарящей жизнь акции участвуют сотрудники городской думы, Саханефтегазсбыта, Управления федерального казначейства, Федеральной службы приставов, Национальной гвардии, МВД, УФСИН, Сахателекома и, разумеется, медики. Если у вас нет противопоказаний, вы тоже можете принять участие в акции. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. В якутских округах проводят бесплатную вакцинацию домашних животных против бешенства. Бесплатную вакцинацию кошек и собак организуют в следующий раз 22 апреля. В рамках акции «Бешенству нет». Ветеринары будут работать с 10 до 15:00 во временных пунктах. Вакцинацию домашних питомцев против бешенства проведут антирабической инактивированной сухой вакциной Рабикан. Люди думают, что мы эту вакцинацию проводим только в эти дни. Это не так. Пожалуйста, если кто пропускает, подойдите. Мы являемся государственным учреждением, у нас вакцина всегда есть, и мы проводим вакцинацию круглый год. Работаем с 9 до 6, а без часа до 2. Чтобы ближе стать, например, птицефабрики, речевая школа, Грейс, подходим ближе, чтобы они подошли, сделали вакцинацию. Вакцинация делается с 2-месячного возраста и собакам, и кошкам. Пусть подходят. И ежегодно, 1 раз в год. Молодогвардейцы Якутии в очередной раз отправились оказывать волонтерскую помощь мирным жителям ДНР и ЛНР. 4 волонтеров отправились в Донбасс с гуманитарной помощью. Волонтеры окажут поддержку населению, а также пройдут медицинскую подготовку и будут ассистировать при проведении медицинских операций в военных госпиталях.
Напомним, в последние месяцы добровольцы работали сразу в нескольких городах Луганской и Донецкой народных республик. Они разносили продукты питания и вещи первой необходимости. Помогали сиротам, бабушкам и дедушкам, которые остались без попечения. Мы везем с собой 6 крупных коробок подарков для детей Донбасса, собранных в рамках акции, запущенной главой республики Арсением Сергеевичем Микаевым и лидером молодогвардейцев России Антоном Вячеславовичем Демидовым. Было собрано более 300 игрушек, это 6 крупных коробок. Надеюсь, мы их сможем доставить в населенные пункты, где есть дети-сироты, которых нельзя вывозить с этих территорий. Росрыболовство считает, что маркировка икры позволит защитить рынок от фальсификата. В ведомстве также выразили уверенность в том, что этот эксперимент окажет поддержку добросовестным производителям. В Росрыболовстве напомнили, что участие в эксперименте является добровольным. Предприятиям будут безвозмездно предоставлены коды, маркировки и оборудование, где оно потребуется. По мнению представителей ведомства, прослеживаясь по всем этапам товаропроводящей цепи, одна из самых действенных мер борьбы с контрафактной и нелегальной продукцией. Премьер Михаил Мишустин расширил перечень детских товаров, на которые распространяется пониженная ставка налога на добавленную стоимость в 10%. В список добавлены произведенные в России деревянные манежи, металлические и пластиковые кровати и кровати из других материалов, включая тростник, лозу или бамбук. Постановление направлено на реализацию плана мероприятий по развитию индустрии детских товаров, утвержденного правительством в 2020 году. Главная цель плана – повысить качество, безопасность и доступность товаров для детей. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. А мы с вами на этом прощаемся. Хорошего вам дня и увидимся завтра.